скажем, осознанного такого пребывания в Мекке. До этого приехали, умра, раскачивались. Вчера вот начали, так скажем, с урока. Сегодня продолжаем, инша Аллах. Инша Аллах, максимально будем стараться уделять внимание тому, чтобы работать сердцем. И, инша Аллах, чтобы оно ожило. Человек по своей природе, Бисмилля, инна алхамдулиллахи нахмадуху наста'инуху наста'фируху на'уду биллахи мин шурури анфусина ва мин сайяти а'малина ашхаду ан ла илаха илляллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуху саллаллаху алейхи ва аля алихи ва ман таби'аху би ихсани иля яумиддин. Амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аллахумма шрах садри ва яссир ли амри вахлюль уqдатан мин лисани яфқаху қаули. Человеку характерно печалиться, горевать. Человек печалится, горюет по поводу мирских вопросов. Некоторые горюют по поводу будущей жизни. И это великое благо, когда человек печалится, горюет о том, что будет после смерти. И очень несчастен человек, который об этом не задумывается, который не думает, который переживает только о сегодняшнем дне, что у него не хватает этого, или пришла такая проблема, заболел этим. Но и он печалится, и это приносит ему тревогу, страдания. И тот, кто думает о будущей жизни. И Аллах Субхану ва Тааля своим рабам дает возможность избавиться от этой печали в этой жизни, в будущей жизни. Представьте, что к вам придут и скажут: не печалься, не бойся, все вопросы твои будут решены. Как мы отнесемся к такой вести, радостному событию? Любой благоразумный человек должен сказать: а что для этого надо? Чтобы эта печаль ушла, чтобы это горе, страдание от меня ушло. И когда ему укажут на путь, как это получить, он должен действовать. Он должен начать действовать в этом направлении без всякого промедления. По милости Аллаха Субхану ва Тааля, Всевышний в Коране нам указывает про это. И зачитаю следующее. Всевышний в Коране говорит: «Инналлазина калю раббуна Аллах, ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون». Всевышний говорит, смысл аята: воистину, тем, которые скажут: наш Господь Аллах. То есть есть люди, которые скажут: наш Господь Аллах, а потом были стойкие на этом пути. То есть те люди, которые скажут: наш Господь Аллах, и потом они действовали и утверждались на этом пути, к ним придут ангелы и скажут: «Алля тахафу ва ля тахзану». Не бойтесь и не печальтесь. То есть что? Не бойтесь того, что вас ожидает. Как приходит это в тафсире, ангелы придут человеку тогда, когда он будет лежать на смертном одре. Последние его мгновения этой жизни. Вокруг него родственники, его семья, дети, работа, друзья. Все в горести, печали, плачут, переживают этому расставанию. А человек этот боится. Боится того, что будет после. Для него это неизвестность. Он там не бывал, он не знает. И багаж, который он несет с собой, очень скудный. Или еще хуже, он багаж, который его тянет. Не помогает идти, а тянет. И действительно, настоящая горесть, печаль приходит именно здесь. Когда человек видит свою жизнь и видит, куда он идти.
Действительно, горе, которое его будет постигать, страх, который им будет одолевать, здесь не сравним ни с каким страхом в его жизни. И в это время придут ангелы и скажут: не бойся, не бойся и не печалься. Не печалься про то, что остается после тебя. Не печалься, что остаются твои маленькие дети. Не печалься, что твой бизнес некому смотреть. Не печалься о том все, что остается здесь. То есть ты уже сделал свое. И об остальном Аллах Субхану ва Тааля позаботится. То есть ангелы приходят и говорят: не бойся о том, что будет сейчас после смерти, и не печалься о том, что остается после тебя в этой жизни. Не печалься о потерянном богатстве, не печалься о потерянных радостях, не переживай о том, как останется твоя семья, твои близкие, родные. И дальше ангелы говорят: обрадуйся раю. Брат, урок идет. Может, мальчик. То есть что? Не печалься, а наоборот, радуйся, радуйся, прекрасна эта встреча с раем. Как студент, который сдал госэкзамен, и он переживает: сдал, получилось, нет, потому что у него другого шанса нету. Ему говорят: возрадуйся, ты сдал, и у тебя награда твоя полностью. Как он будет радоваться, ликовать? 5-6 лет учился в университете, и мог он потерять эти годы впустую, а тут ему говорят: возрадуйся. А здесь вся жизнь человека. Ему говорят: обрадуйся рай, который был тебе обещан. То есть Аллах Субхану ва Тааля в Коране через пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям обещал тебе этот рай, и ты сделал причиной, чтобы войти в него. И Аллах Субхану ва Тааля тебе сейчас прислал эту радостную весть, что ты зайдешь в этот рай. Обрадуйся этому раю, который тебе был обещан. Как человек, который трудился, а ему не верили. Как Нух алейхиссалям садил деревья, потом вырастил эти деревья, потом начал строить корабль, и все с ним смеялись, говорили, с ним не все в порядке. А он верил, знал и трудился, что придет время, и этот корабль будет спасение его, с его приближенными верующими мусульманами. Так и верующий человек трудится. Встает на утренний намаз, встает на сухур, терпит голод, терпит холод при совершении омовения холодную погоду, холодной водой. Терпит, когда ему говорят оскорбления. И Аллах Субхану ва Тааля обрадует его этим раем. Еще раз попробуем представить, что это нам. Не про кого-то там, а про нас. Если бы это было про нас, что к вам придут, скажут: не бойся, не печалься. Возрадуйся раю, который был тебе обещан. Примирим каждый для себя. Захотим ли мы? Как мы этому обрадуемся? И что мы будем делать потом? После того, как это осознаем, прочувствуем. Как приходит от Анаса ибн Малика, что пророк саллаллаху алейхи вассалям, прочитав этот аят, сказал: это сказали многие люди. То есть что? Сказали: мой Господь Аллах, и они потом впали в неверие. И неверие здесь не значит, что просто сказать: я не верю, не принимаю ислам. Человек может проявлять неверие своими действиями, своими словами, не понимая этого. Думая, что он остается в вере, но от его веры уже может ничего не остаться. И дальше Анас ибн Малик продолжает слова пророка саллаллаху алейхи вассалям. А те, которые говорили это до смерти, то есть они до смерти говорили и реализовывали в делах то, что они сказали, они
являются теми, которые утвердились на этом пути. То есть, что говорить и делать согласно этому деянию является утверждением на этом пути. Не просто декларирование: я мусульманин, как говорится, я верю в Аллаха, а сам человек: хочу, читаю намаз, хочу, держу пост. Не, у меня сегодня на работу, мне это трудно, я не буду держать пост. Читать намаз тоже на работе сложно, я это вечером соберу. Про этого человека сложно сказать, что он утверждается. Да, если он только пришел в ислам, и это его первые шаги, надеемся, иншаллах, Аллах субхану ва тааля даст ему возможность выправиться. Но если человек уже годами находится в таком состоянии, то это не про утверждение. Это про то, что хочу, то беру. Такого нет. Как приходит в Коране, что не было выбора верующим, когда они услышали решение, приказ Аллаха и его посланника, кроме как следовать этому. И девиз верующих людей, как в Коране приходит: «Сами'на ва атa'на». Услышали и подчинились. И пошли дальше. И только тогда будет утверждение. Зухри приводит, что Умар ибн Хаттаб однажды прочитал этот аят и сказал: те, кто сказали: мы уверовали, наш Господь, и потом не изгалялись, как лиса. То есть они не пытались подстроиться под хукмы шариата, а их брали и применяли. То есть те, которые берут что-то и оставляют что-то от религии, они будут те, которые изгаляются, как лиса. Пусть Аллах субхану ва тааля убережет нас от этого. Праведные предки знали это, понимали, и делали дуа, просили Аллах субхану ва тааля это утверждение. И, например, Хасан аль-Басри говорил, делал дуа: ты, наш Господь, надели нас стойкостью. То есть что? И потом они утверждались, были стойки на этом пути. Это как бы действие раба, но оно тоже от милости Аллаха субхану ва тааля. Поэтому они просили: надели нас этой стойкостью. То есть что? У меня нет силы и мощи даже это проявить. Кроме как будет твоя милость по отношению ко мне, и одаришь меня этой стойкостью. Праведные предки, сподвижники, они были трепетны тому, чтобы остаться утвержденными, стойкими на этом пути. И поэтому спрашивали пророка, саллаллаху алейхи вассалям, как Суфьян ас-Сакафи сказал: о пророк, научи меня крепко держаться, научи тому, чего я не смогу спросить у других. То есть не взяли, как хотели, и пошли дальше, вот я так буду. А просили у пророка, саллаллаху алейхи вассалям: покажи, как это. То есть мы не можем просто взять аят и сами делать, как хотим. Понимать, как хотим. Они спрашивали это у пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому, чтобы были правильные понимания, знания и их правильное применение, нужно знать как. А как может нам дать только тот, кто имеет это знание, которое пришло от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, или который, имея знание илм шариата, знает это и понимает. У нас, к сожалению, нет этого уровня знаний, чтобы мы могли утверждать, что оно вот так и только. Мы можем только у кого-то брать. Поэтому надо смотреть, у кого мы берем. Не просто пришли, прослушали вагаз, уроки, вот что надо делать, и пошли сами делать, как нам угораздится. А спрашивать,
Как он? Искать себе наставника. Человека, которого мы знаем его знания и знаем его религиозность. И мы говорим, да, иншаллах, он совершает правильно. На сегодняшний день очень большая проблема интернет, где мы можем взять любые практические знания, но без понимания, у кого мы берем. И сколько людей попадаются на это и заблуждаются, беря знания у тех, которые блеснули красноречием, своим умением донести, харизмой, как хорошо он знает, как красиво он говорит, значит он говорит правильно. У меня есть примеры, когда человек говорил с трибуны, и сзади меня говорили, как классно он говорит, как правильно он говорит. А то, что он говорил аяты, хадисы, я складывал в цепочку, и у меня картинка не складывалась. У меня стоял вопрос, а что ты хочешь с этим сказать? То есть Аллах Субхану ва Тааля дает человеку возможность красиво говорить, и человек, как говорится, покупается этой харизмой, красотой, и дальше отключает свое критическое мышление. И потом уже что ему скажут, то он и делает. Нет, верующий человек не должен быть таким. Как пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, когда вы ко мне приходите с каким-то спором, возможно, я отсужу кому-то кусок джаханнама, поддавшись на его красноречие. То есть даже если пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, я могу решение принять, основываясь на вашей красноречии, то что же нам говорить про всех нас остальных? Поэтому прежде чем что-то брать, надо смотреть, у кого берем. Как приводит, если не ошибаюсь, от Али радийаллаху анху, что религия это нур. И смотри, у кого ты берешь. То есть у кого берем, какие у него знания, какая у него религиозность. Потому что мы, и религиозность это не то, что просто мы видим, что человек читает намаз, одевает следующим образом, надлежащим образом, разговаривает, говорит умные красивые слова, проявляет хороший, так скажем, этикет, когда мы с ним вот саляму алейкум, ассаляму алейкум. Проявляется нрав тогда, когда сталкиваются интересы. Поэтому приводится, а был ли ты с ним соседом, был ли ты в сафаре, имел ли ты с ним торговые отношения. То есть верующий человек должен как на запах прекрасный быть, так и на вкус. Поэтому, когда мы видим, слышим, о, как хорошо, красиво говорит, это про запах. А ты попробуй его на вкус. И если это действительно про то, что говорит из имана, тогда вкус еще слаще будет. И будет желание идти с ним, быть с ним, идти с ним в сефар. И вот у нас этот сефар является одним из этих проявлений, возможности увидеть человека. Когда он уставший, когда он голодный, когда ему места не хватило, или когда ему что-то не хватило, как он себя покажет. Будет причиной того, что будет говорить резкие слова, будет ли кричать, требовать силой свое, или же он проявит благой нрав. Тогда мы можем сказать, да, у этого человека есть религиозность. Поэтому, к сожалению, особенно вот интернет, нам не дает эту возможность попробовать на вкус человека. Поэтому надо искать в своем окружении. Или если уж кто-то, кого-то там слушает, постараться с ним быть в контакте, с ним поехать куда-то, с ним хотя бы прийти посмотреть, где и как живут, как праведные предки, когда ходили, собирали хадис, каждого человека шли в его селение и спрашивали, а что вы скажете про этого человека? И если говорили, что действительно у него знания есть, у него есть религиозный нрав, этот хадис прав. То есть что? Нам тоже нужно искать человека, у которого мы можем брать эти знания и надеяться, что эти знания правильны. И если мы будем искренны в этом,
если даже мы ошибемся, Аллах Субхану ва Тааля даст нам возможность получить от него пользу и откроет других людей, инша Аллах, у которых мы сможем брать пользу также. Дальше Всевышний Аллах Субхану ва Тааля приводит продолжение этого аята, следующий аят. Всевышний в Коране говорит слова ангелов. «Нахну аулиякум фил хаяти дунья валь ахира. Валякум фиха ма таштахи анфусакум. Валякум фиха ма таддаун». И ангелы скажут: мы ваши покровители, мы ваши хранители в этой жизни и в последующей жизни. То есть что? Ангелы говорят, то есть, если Аллах Субхану ва Тааля увидел в этом человеке утверждение, Он посылает им ангелов. То есть они могут прийти к нам не только во время смерти. Во время смерти они скажут: не бойся, не печалься. Но и могут быть с нами сейчас. Зачем Аллах Субхану ва Тааля отправляет этих ангелов? Чтобы они в этом дуне были с нами. Чтобы они о нас заботились. Чтобы они нас оберегали. Уберегали нас от плохих деяний. От всего того, что нас может опечалить. И были нашей поддержкой, помощниками в благих деяниях. В том, что приближает довольство Аллаха Субхану ва Тааля. Это как человек, которого руководитель большой, как говорится, большого государства или какого-то государства избрал особенного человека по каким-то критериям, что он ему очень важен, нужен или для государства, и дал ему личную охрану, которая его будет сопровождать везде 24/7. Но в жизни это невозможно, потому что 24/7 охранник не может находиться с нами. Он не может, извините за выражение, справлять с нами, когда мы нужду, когда мы моемся, когда мы с семьей и так далее. Но Аллах Субхану ва Тааля дает ангелов, которые могут быть с нами 24/7. То есть никогда не может, так скажем, постигнуть нас печаль, которая может нас опечалить, кроме как с дозволения Аллаха Субхану ва Тааля, если в этом будет для нас какое-то благо, мудрость. Это огромное, величайшее благо, которое может обрести верующий человек в этой жизни. Сколько случаев, когда человек попадает в какую-то аварию, катастрофу, землетрясение и так далее, и он выживает, и даже не получает никаких травм тогда, когда он должен был просто погибнуть. По причине чего? По причине этих ангелов, которые его уберегли от этой проблемы, от этой печали. И дальше приходит то, что эти ангелы будут говорят и будут в будущей жизни. То есть что? Они те, которые нас после смерти будут сопровождать еще из могил. И в судный день, когда воскресит Аллах Субхану ва Тааля нас, иншаллах, могут быть с нами до того, как мы зайдем в рай. Хотим ли мы быть и такими, с которыми будут в жизни сопровождать ангелы? После смерти будут сопровождать до судного дня и потом, пока мы не зайдем в рай. То есть та спецохрана, которая нас будет оберегать от всех проблем этой жизни, будущей жизни. Конечно, это является величайшим благом, которое может обрести верующий человек, если он скажет: мой Господь Аллах, и будет утверждаться на этом пути, и это будет до конца его жизни. И он будет двигаться. И он будет на этом пути, пока Аллах Субхану ва Тааля его не заберет, его души не заведет в этот рай. Также приходит хадис. В хадисе приходит, что когда человеку придет смерть,
Придут ангелы и скажут: о, благая душа, в благом теле, покинь это тело и иди к неразгневанному Господу. То есть, что? Придут ангелы и скажут: о, благая душа. То есть та, которая совершала праведные деяния в благом теле. То тело, которое было отдалено от запретного харама. Оно не пило спиртное, не курило курево. Оно ело халяль. Оно оберегалось от всего сомнительного. И по этой причине Аллах Субхану ва Тааля сделал это тело чистым. Сделал это тело благим. И ангелы скажут: выйди из этого тела. И эта душа выйдет, как капля из сосуда. То есть мы попили воду, поставили в бутылку, и там немножко капля собралась. Перевернули, она тык, скатилась, и все. А будет душа, которая, зная свое, как говорится, состояние омерзительное, она будет цепляться за каждую клетку тела, и ее будут вдирать, как выдирают с того, есть, так скажем, железная щетка, которой раньше причесывали или расчесывали шерсть. Она расчесывается, и между этими иголками собирается. Ее нужно выдирать. То есть будут так выдирать. А душа, благая душа в благом теле будет только падать как капля. И когда вот это будет выдирать у первого, будет тяжелая мучительная боль. И человек будет страдать то, чего он не страдал в этой жизни. Увидит ту боль, которую он не видел в этой жизни. Как приходит в Тафсире, что Зейд ибн Салим сказал: они, говорит, ангелы принесут благую весть и будут с рабом до смерти в могиле, и в судный день придут к нему с радостной вестью. То есть что? Как я сказал, они его сопровождали всю свою жизнь. И потом они сопровождали и в могиле. И там уже после могилы Аллах Субхану ва Тааля дает это сопровождение ангелам. То есть они приходят и говорят: все, спокойно, не переживай. То есть в тот момент, когда солнце будет над головами людей палить, и люди будут тонуть в своем поту в зависимости от своих грехов. Ангелы скажут: мы с тобой. Спокойно, мы с тобой. Представьте, человек, который идет по лесу, и дикие животные к нему выходят, и выходит группа охотников, говорят: спокойно, мы с тобой, тебе ничего не угрожает. И это милость Аллаха Субхану ва Тааля, которую дает Всевышний тем, которые сказали: мой Господь Аллах, и потом на этом утверждались. То есть те, которые совершали приказ Аллаха Субхану ва Тааля, и они оберегали себя от запретного. И были стойки на этом. И были на этом пути всю жизнь. С момента, когда Аллах открыл им иман. Кого-то это может быть с детства, кого-то это может во взрослой жизни, кого-то это может быть перед смертью. Да, есть люди, которые всю жизнь были в неверии, были далеки от религии, по тем или иным причинам они знали или не знали, но Аллах им открывает это, и как приходит в хадисе, что человек может всю жизнь делать, совершать праведные деяния, и останется один локоть до его смерти, и приходит его предписание, и он совершает дела джаханнама, обитателей джаханнама, и заходит в джаханнам. И другой, который всю жизнь совершает праведные, совершает греховные деяния ахль джаханнам, и остается один локоть до того, как зайти в рай, зайти в джаханнам, приходит предписание, и он совершает деяние ахль джанна, обитатель рая, и заходит в рай. Милость Аллаха Субхану ва Тааля велика, и Он справедлив
Возможно, кто-то совершал праведные деяния, и его сердце изменилось намерение, и это стало неправильное намерение. И поэтому Аллах Субхану ва Тааля отправляет ему предписание, чтобы реализовать, проявить свою справедливость, чтобы он совершил деяние, которое заведет его в джаханнам. А тот, который совершал деяние ахли джаханнам, возможно, он переживал, страдал от того, что совершает, и это было по причине страха перед Аллахом Субхану ва Тааля. Его мучила та капля имана, которая в его сердце, как в хадисе, человек, который убил 99 человек, и потом пришел, спросил набожного человека, есть ли мне прощение? Он сказал, астафируллах, какое тебе прощение? Он говорит, ладно, уж пусть сотня будет. И его убил. И потом, и все равно он не успокоился. И начал спрашивать, у кого можно спросить, ему указали человек, обладающий знанием. И когда он спросил, есть ли мне покаяние человеку, который убил 100 душ, и он сказал, а что отделяет его от Аллаха Субхану ва Тааля? Кайся, но только не оставайся там, где ты был, а уходи из этого селения в другое, потому что то селение, в котором ты жил, они даже не изменились в лице, видя твоих грехов. То есть они способствовали тому, чтобы ты совершал этот грех, и этот человек вышел, и по пути его достигла смерть, и пришли ангелы, ангелы рая и ада, и начали спорить, куда его нести, и Аллах Субхану ва Тааля отправил ангела, который их рассудит, что если к какому селению он ближе, там и будет. И Всевышний приказал земле, чтобы он стал земля стала ближе, то есть то место, где он находился, ближе к селению, где были праведники, и он зашел в рай. То есть милость Аллаха Субхану ва Тааля велика. И каждый раз, когда мы поклоняемся, нужно смотреть наше сердце. А что там? И этим поклонением мы восхищаемся или благодарим Аллаха Субхану ва Тааля и видим свою ничтожность, и что в любой момент это благо может забрать. То есть наше поклонение Аллаху Субхану ва Тааля. Если будем мы восхищаться, то мы потеряли эту награду. Мы приписали это деяние себе, что это я сделал. Да убережет нас Аллах Субхану ва Тааля. И эти аяты заканчиваются следующим. Нузулям мин хафур рахим. Таково угощение от прощающего милосердного. То есть Аллах Субхану ва Тааля говорит, это угощение. Нузулям, можно сказать, это пребывание, оставание. То есть, например, манзель, перевод арабского языка, смысл его то, что там то место, где человек остается, пребывает. То есть те блага, про которые выше было сказано в аяте, это является местом пребывания, которым одарен человек от прощающего милосердного, который прощает все грехи. Поэтому не нужно смотреть, что у меня столько-то грехов, а нужно говорить, мой Господь Аллах, и утверждаться на этом пути, понимая, что Он милосердный, что Он прощающий милосердный, что Он простит и дать свои блага. И как приходит в сунне пророка саллаллаху алейхи, когда пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал следующие слова: тот, кто желает встречи с Аллахом, Аллах желает с ним встречи. Тот, кто не желает встречи с Аллахом, Аллах не желает с ним встречи. Его жена сказала: ну, я Расулюллах, саллаллаху алейхи вассалям, кто же желает умереть? Кто желает смерти? Мы все боимся смерти. И пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: о, дочь Абу Бакра, это не про это. Это про то, когда придет ангел смерти. Вот смерть пришла к человеку, и он видит все, у него уже считанные минуты, и он, видя это, то, что ему приготовлено, видя то, что к нему пришли ангелы и говорят: не бойся, не печалься, возрадуйся раю, который тебе был обещан, он начинает радоваться и желать встречи с Аллахом Субхану ва Тааля. Его уже не печалит, что остается его семья, его дети, бизнес, радость и жизнь. Нет, ему ничего не надо. Как Аллах Субхану ва Тааля дал выбор пророку саллаллаху алейхи вассалям перед смертью остаться в этой жизни и быть правителем, то есть королем, который правит, или умереть
И Пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: Рафик аля. То есть ближнее сообщество. То есть он пожелал умереть, он пожелал уйти. И вот так верующий человек, которого обрадует, он пожелает встречи с Аллахом субхану ва тааля. И Аллах пожелает с ним встречи. Представьте, каждый из вас, что Аллах субхану ва тааля желает встретиться с вами. Не пророк саллаллаху алейхи вассалям, не праведник, не ученый какой-то. Представьте, что здесь есть ученый, которого вы уважаете, слушаете, знаете. И он захотел с вами встретиться. И послал к вам человека и сказал: я хочу сегодня тебя у себя принять в гости. Какое наше будет состояние? Мы от счастья летать начнем. А здесь Аллах субхану ва тааля. Поэтому нам надо желать встречи с Аллахом субхану ва тааля. И представьте человека, который не желает встречи, потому что он видит, что дальше хуже будет. Он уже, когда достает его душу, страдает. А в могиле еще больше, а в судный день еще больше. И он не желает встречи с Аллахом субхану ва тааля. Аллах тоже не желает встречи с ним. Поэтому каждый из нас, я вам говорю, и это больше всего касается еще меня, посмотреть на себя. Как я относительно всего того, что было сказано и услышано сегодня. Являюсь я тем, кто сказал: мой Господь Аллах, что действительно ли я искренне из всего сердца сказал: Аллах, ты мой Господь. Ты меня создал из ничего дважды. Ты мне дал все эти блага, ты дал мне возможность прийти в этот город, дом Аллаху твоему, дал возможность дожить до этого Рамадана. И утверждаюсь на этом пути. Я делаю то, что могу, читаю намаз, держу пост, делаю зикр, читаю Коран, постоянно стараюсь быть в состоянии омовения, делаю истихфар тауба, даю садака, делаю расчет каждому своему слову и действию. Тогда мы можем надеяться, что можем оказаться из тех, которые сказали: мой Господь Аллах, и утверждались. И тогда, иншаллах, придут ангелы, которые будут с нами в этой жизни и перед смертью и скажут: не бойтесь, не печальтесь, а возрадуйтесь раю, который вам был обещан. Вот это складывается у нас. Это становится причиной того, что мы начинаем действовать. То сказать надо: альхамдулилля, альхамдулилля, и голову не поднимать от благодарности Аллаху субхану ва тааля. Если нет, то опечалиться, что есть та преграда, те грехи, которые нам не дают это. И тогда просить у Аллаха субхану ва тааля покаяние, прощение, тауба, чтобы Аллах субхану ва тааля нам открыл нашим сердцам это состояние, услышать эти слова и действительно из сердца сказать, чтобы язык говорил и сердце в такт этому повторяло: Аллах мой Господь, и я на этом пути утверждаюсь. Пусть Аллах субхану ва тааля примет от нас наши скромные деяния. Пусть Аллах субхану ва тааля простит наши грехи. Пусть Аллах субхану ва тааля сделает баракат в нашем времени, в наших деяниях, в нашем имуществе, в наших семьях, чтобы мы вернулись с этого сафара другими и увидели семьи, обрадовались, что они тоже стали другими, и вместе с ними стремились довольствовать Аллаху субхану ва тааля. Просим у Аллаха Тебя, чтобы последние наши слова в этой жизни стали ля иляха илляллах, ля иляха илляллах ва анна Мухаммада Расулуллах. Чтобы наш язык, даже когда наше тело будет без движения, оно повторяло. И милость Аллаха субхану ва тааля велика. Я знаю человека, у которого умерла вместе, в аварию попали они вместе с дочерью, и умерла эта дочь, и она лежала 20 часов в коме.
И человек, который был рядом с ней в реанимации, сказала, что когда она вот перед смертью, в последнем вздохе, она пришла в сознание, подняла палец и сказала «Ля иляха илля-Аллах» и умерла. То есть 20 часов она была в коме. И от нее, говорит, такой нур пошел. Такой нур пошел, я такого, говорит, не видел. То есть это слово не просто, так скажем, образно. Аллах Субхану ва Тааля, если захочет, даже человек, который не может говорить, даже который человек не в сознании, Аллах дает ему возможность прийти в сознание и сказать эти слова. И действительно, эта девушка была на пути получения знаний. Она выросла в намазе без харам. Пусть Аллах Субхану ва Тааля примет от нее и от нас наши праведные деяния. И даст нам возможность также перед смертью сказать «Ля иляха илля-Аллах, ва анна Мухаммада Расулуллах». И что когда придут ангелы, что мы тоже могли сказать ближнему сообществу или Арафик аль-А'ля, или Арафик аль-А'ля. И не желать оставаться в этой жизни, и не думать ни про близких, ни про детей, ни про внуков, ни про кого. Только туда, только туда. Пусть Аллах Субхану ва Тааля нам откроет это благо, которое открывает своим любимым рабам. Пусть мы будем из тех, которые будут из любимцев Аллаха, и которых будут оберегать ангелы. И пусть этот наш день, минута, в которой мы сидим сейчас, станет той отправной точкой, после которой мы будем только стремиться в этом. Не будем оборачиваться назад, не будем оборачиваться на мирские радости, не говоря уже о запретном, которое есть в этой жизни, и оно является для нас соблазном. Пусть Аллах Субхану ва Тааля утвердит нас у нашей смерти, когда мы будем умирать. Пусть Аллах утвердит нас, когда мы будем в могиле, и придут ангелы, два страшных ангела, и будут спрашивать, кто твой Господь, кто твой посланник, какая твоя религия, и наш язык будет с легкостью это говорить. Это не только, это не от умения зависит, это зависит от того состояния имана, которое в нашем сердце. И пусть наше пребывание в могиле будет пребыванием в части райских садов. Но несмотря на это, мы будем просить: «О Аллах, сделай судный день! О Аллах, сделай судный день!» Потому что мы будем знать, что дальше будет лучше, что мы зайдем в рай. Пусть мы не окажемся из тех, которые будут страдать в могиле и будут при этом говорить: «О Аллах, отложи судный день! О Аллах, отложи судный день!» Пусть мы окажемся: «О Аллах, дай нам возможность оказаться в судный день среди тех, которые зайдут в рай без расчета и наказания», про которые Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: 70 тысяч, которые были обрадованы раем, не зайдут без расчета и наказания, и вместе с ними несколько пригоршней. Пусть даже в эти несколько пригоршней мы попадем. И пусть, и Аллах, мы просим у Тебя, чтобы мы были из тех, которые зайдут в рай вместе с пророком саллаллаху алейхи ва саллям. Когда он постучит в дверь и скажут ему: «Кто?», он скажет: «Мухаммад». И они скажут: «Нам было приказано только тебе говорить». И отворятся врата, и он зайдет вместе с подвижниками, и вместе с праведниками, шахидами. О Аллах, дай нам возможность оказаться там. Пусть даже в самом краю этого сообщества, которое зайдет с пророком саллаллаху алейхи ва саллям. О Аллах, Твоя милость велика. Прибегаем к Тебе от наказания джаханнама и просим у Тебя зайти в рай без расчета наказания с пророком саллаллаху алейхи ва саллям. Аллахумма амин. Пусть Аллах примет от нас эти деяния, и пусть наша эта встреча станет причиной того, что мы еще соберемся в раю. Баракаллаху фикум. Субханаллахи ва бихамдихи, ля иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.